Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто за вами следит? Кто следит тайно и постоянно? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Сразу показали, 3 человека за вами следят. 2 мужчины и 1 женщина. Угу. 2 мужчины и 1 женщина. У вас сейчас в жизни что-то меняется. Вот знаете, как будто бы на пороге нового стоите, и вы сами очень сильно поменялись. Как-то по-другому выглядите, по-другому себя ведете, по-другому себя подаете. Это прям бросается в глаза. И вам, наверное, уже говорили об этом, да? Ты похорошела, ты прям совсем какая-то другая. Расспрашивают вас. Да, это перемены, судьбоносные перемены. Вот знаете, как будто бы шторм в вашей жизни заканчивается. Шторм — это проблемы, это неурядицы, это то, что пугает и с головой водой темной накрывает. Вот подходит к концу период либо кармы, либо период испытания, либо какой-то цикл у вас заканчивается. И я вижу, да, что вы на пороге нового, и вы уже обновляетесь. У вас обновление идет как и изнутри, так и в целом вокруг вас. Да, вот, и возможности будут открываться. Знаете, как мне идет? Что королева обретет свою корону, свой престол. Еще какие-то перемены у вас то ли на работе, то ли в бизнесе будут. А может, в принципе, вы ничем таким не занимаетесь, но вот как бизнес тогда идет вам. Прям сам идет в руки. Появятся и желания, и возможности, такие обстоятельства, что вы себя попробуете и точно не прогадаете. И вы меняетесь, да, как я уже сказала, поэтому, скорее всего, вот эти наблюдатели очень сильно активизируются. Одного человека вы точно чувствуете. Вы прям, знаете, затылком его чувствуете, спиной чувствуете, вот, что следит он за вами. Конкретно, даже сами понимаете, о ком речь идет. С этим человеком вы как-то плохо расстались, либо вы по ссоре расстались, да, вот поссорились и разошлись ваши пути, но вы-то пошли дальше, а мужчина в той точке остался, и он из той точки вас выглядывает. Еще этот мужчина какие-то плохие слова вам сказал из серии, что вот ты еще прибежишь, ты еще опомнишься, ты еще там на коленях будешь валяться, да кому ты нужна, да ты не справишься, да ты такая, да под забором. Что-то вам такое противное, плохое сказал, а вы его послали и правильно сделали, еще плюнули. Вот вижу, что кто-то из девчонок прям плюнул в него. Типа, пошел ты, тьфу на тебя, да? Молодец, красиво сделала. Вот, зацепила, задела его. Он, видите, правда думал и до сих пор думает, что вы не справитесь, что вы прибежите. И он за вами следит, он ждет момента, когда вам будет максимально не по себе, когда проблемы просто вот до ушей дойдут. И тогда типа он такой: я приду, я посмотрю, я над ней посмеюсь, и она будет меня умолять. Да? Вот какой-то обижен ко мне идет, мужчина-обиженка. Согласитесь, да, не мужские мысли, не мужской характер, не мужские поступки. Какой-то он у вас слишком нежный, да? Даже надо, девушка его обидела. Ой-ой-ой, свет сошел со своей оси, мир рухнет. Какой мелочный какой-то мужик, извините меня. Смотрите, у кого-то это были отношения, 100%, да, в отношениях были, а у кого-то, возможно, и на работе такой вот конфуз случился, когда там либо кто-то из коллег, либо начальник мужчина, и вот, вы ему, скорее всего, сказали, что он дурак, да, мягко скажу.
А он такой: да кому ты нужна, да я тут тебя держал, да я тут глаза на твои косяки закрывал, да ты на работу не устроишься, да ты по миру пойдешь, на паперти окажешься. Ну да, вот такое наговорил вам гадости. Ну ладно, что было, то прошло. Вы ему достойно ответили. Вы ему, знаете, как ответили? Как будто бы такую оплеуху звонкую дали. И его так женщины еще не унижали, как вы с ним поступили. Ну, по крайней мере, он так это воспринял. Обиделся, конечно, в себя ушел. Ну и начал за вами, значит, следить и наблюдать. Он наблюдает за вами по-разному. У кого-то наблюдает мужчина через соцсети, может даже под каким-то липовым аккаунтом, может быть даже через соцсети даже ваших знакомых людей, то есть общие знакомые, да, общие друзья. И также может наблюдать через каких-то людей, да, чужими глазами наблюдать. Люди, которые рядом с вами находятся. Вот он их расспрашивает, они там ему все про вас докладывают. И плюс он сам еще может где-то в кустах сидеть периодически, посматривать. И вот то, что он видит, ему не нравится. Ему, не то чтобы не нравится. С одной стороны, конечно, он восхищается вот теми переменами, которые у вас происходят. Он прям оценил, как вы расцвели, какая вы хорошенькая, как вы ходите, глаза светятся, да, лицо светится. И он такой: да как так? Что-то не сходится, да, почему она так цветет, да? Она же должна была прибежать, умолять, просить меня там помочь, вмешаться, либо назад на работу взять. А вы так и не прибежали, и еще не прибежите. Вообще никогда этого не случится. И он прям бесится из-за этого. Прям очень бесится. Своей жизнью не живет. Вот весь фокус на вашу жизнь. Сейчас я еще хочу взять карты. Посмотрим. Я хочу посмотреть, дойдет ли до него, что он человек на букву М. Глупо, да? Глупо. Чем закончится, хочу посмотреть. Он может сплетни про вас распускать. Даже может пойти на какой-то сговор, кого-то попросить, чтобы вам даже в чем-то отказали, либо какие-то проблемы вам устроили. Вот понимаете, как мужику хочется самоутвердиться? Даже на гадость решил пойти, лишь бы вот увидеть вас сломленную на коленях и умоляющую о помощи. Просто подонок какой-то, если честно. Следит и будет следить. Будет сидеть в этой своей башне и через каких-то людей действовать. Либо информацию дальше собирать, либо действовать, просить, чтобы они вам проблемы устраивали. Ой, такие слова на языке крутятся. Вот жаль, что нельзя их произносить в соцсетях. Прям терпеть таких не могу, честно. Я не знаю, как вас угораздило с таким мужчиной общаться. Но с другой стороны, слава богу, что вы уже не общаетесь. Хорошо, вам как правильно поступить? О, вы женщина сильная. Ой, вы сами знаете, что делать. А возможно, вам даже в какой-то степени доставляет удовольствие, понимание того, что он там корежится, бесится, до потолка прыгает, как ужаленный, от того, что вы процветаете, а он ведь загибается, да, он своей жизнью не живет, он весь в обидах, прям обидами пропитанный. Пусть смотрит, да, вы наоборот даже можете выставлять очень классные фотографии, красивые, где вы прям счастливая, где рядом с вами замечательные люди, да, что больше бесился. Будете его провоцировать, девочки, так вы его точно накажете, да, накажете. Ух, а еще когда у вас пара настоящая появится, любовь придет. Слушайте, он прям будет синий ходить. Синий, несчастный. Он свою жизнь губит. Да? Вот такой глупый человек сам свою жизнь губит. Ладно, не получилось у тебя с девушкой. Так отпусти эту ситуацию, живи свою жизнь. Зачем ты это все делаешь? Вот такой ограниченный персонаж, понимаете, злопамятный и ограниченный. Ладно, проехали. Наблюдает, вы знаете, что он наблюдает, вы его еще сейчас провоцировать начнете, чтобы еще больше бесился. Почему-то мне идет картинка, что вы такая опубликовали какую-то очень классную фотографию,
где вы особо хорошенькая, и вы с улыбкой такая, знаете, выключаете телефон, да, и прям представляете, как он увидит и как он будет беситься. Да, девочки, да, молодец, вот прям хвалю. Слушайте, и послали его классно, унизили, еще и вот такие провокации будете делать. Молодец, вы молодец. А мужик дурак, действительно дурак. Так, второй мужчина, который за вами наблюдает. Но второй мужчина, он где-то прям рядом крутится, но вы почему-то его не замечаете. Может быть, потому что сейчас действительно перемены в вашей жизни, вы на пороге подъема. Может быть, потому что вы, в принципе, не заинтересованы в этом человеке. Мне вообще идет, что этот мужчина, кто наблюдает за вами, он какой-то несвободный, либо не до конца свободный. Он то ли в браке, но в таком бракоразводном состоянии, то ли у него, девушка, да, гражданская жена, там девушка, они долго были вместе, теперь они, расстаются и никак не могут расстаться. Вот. Вы, скорее всего, знаете, что он не свободен, но просто на него не обращаете внимания. Я не вижу, чтобы вы прям очень так тесно, плотно общались. Может быть, здороваетесь, может быть, там пару фраз, там, типа, как дела, там, то все. Нет ничего серьезного. И этот мужчина как-то очень мастерски маскирует свой интерес. А научился, знаете, как-то смотреть на вас так, чтобы никто не видел. Вот есть же эта рыба камбала, да, у которой глаза на затылке. Вот и он освоил эту технику рыбы камбалы. Постоянно смотрит на вас. Вы где-то пересекаетесь, либо вместе работаете, либо живете по соседству, либо в одной компании иногда встречаетесь. Тут вплоть до того, что он даже может специально приезжать туда, где вы проживаете, типа прогуливаться, да, там, типа придумывать себе какие-то дела, чтобы побывать в том районе, где вы находитесь. Хочется вас видеть. Я уже, мне кажется, видела этого мужчину. Я не помню, какая была отсыпка, или это на картах было. Нет, наверное, на песке было. Мужчина, который очень серьезно настроен на вас, но из-за того, что нечего предложить, он не подходит. Да? Вот, скорее всего, из-за этого. А что он вам будет предлагать? Скажет: девушка, вы мне так нравитесь, но я пока не развелся, вы там подождите, да, я разведусь. И тогда у нас все будет, да, небо в алмазах подарю. Но, может быть, у него эта девушка его там не совсем как адекватный человек, может быть, он не хочет вам проблемы устраивать. И сам, конечно, в проблемы не хочет попадать. Мне вообще идет, что он вас изучает. Он изучает ваши привычки, ваши вкусы, ваши интересы. Вот хочется про вас все знать, как вы живете, с кем вы живете, чем интересуетесь, чем увлекаетесь, что вы любите, там, да, вплоть до того, что вы любите покушать. Такие вот мелочи. Сейчас посмотрим. Наблюдает, следит. В замоченную скважину, да? Тайна. Я же сказала, что тайна. Ого, сам вышел. Говорит: я хочу здоровые, стабильные отношения. Хочу якорь бросить. Но прошлое, да, прошлое еще никак в прошлом не останется. Ему время надо. Девочки, ему нужно время на то, чтобы похоронить свое прошлое, чтобы поднять свой якорь, двинуться к вам и с вами якорь бросить. Почему-то этот мужчина прям уверен, что вы будете вместе, либо вы должны быть вместе. Ну-ка, откуда такая уверенность? Что? Прям уверен. Прям уверен, девочки. Может быть, мужчина сам по себе какой-то экстрасенс. Почему мужчины тоже и обладают даром и способностями. И многие мужчины увлекаются даже картами Таро, гадают. И неплохо гадают. Может быть, у него кто-то в семье увлекается гаданиями, ему погадали. Но, может быть, там еще что-то, да, сон какой-то приснился, и он такой: точно, вещи, сон, мы будем вместе, у нас будет любовь. Он прям уверен, что вы будете вместе. И поэтому он вас, мои хорошие, и охраняет, и изучает, да? Охраняет от других этих посягательств со стороны других мужчин, ну и пытается решить свои проблемы, чтобы уже к вам подойти, изучить вас полностью,
чтобы вас удивить, что он вас хорошо знает, про вас все хорошо знает. Слушайте, он интересный персонаж, интересный. Очень такой, знаете, тихий мужчина, интеллигентный мне идет. И еще у кого-то точно отыграется, что либо у него имя на букву «С», либо фамилия. Да, это не обязательно Сергей. Он может быть Александр, но зовут его все Саша. Да, вот как-то так мне идет. Почему-то вот у кого-то точно на букву «С». Слушайте, ну я такое еще не видела, но интересно. Интересно. Вы понимаете, о ком вообще речь идет? Есть догадки у вас, девочки? Вот кто в бракоразводном процессе, либо расстается с девушкой и где-то всегда рядом с вами обитает, но вы почему-то на него внимания не обращаете, то есть я не вижу никаких ни мыслей, ни эмоций с вашей стороны по отношению к этому мужчине. То есть да, вы его знаете, да, в лицо вы его видели, но вы к нему как-то абсолютно ровно относитесь. То есть, ну, никак, да? Никак, не воспринимаете его как мужчину. Просто человек. Ну, интересно, конечно, интересно. А он, да, смотрит, наблюдает, прям впитывает ваш образ себя. И прям уверен, что вы будете вместе. Прям уверен, что это судьба. Что он вас любит, и вы его полюбите. Вот освобожусь, да, и сразу к вам. Интересный персонаж. Так, ну и женщину. Тут показали еще женщину. Эта женщина, она похожа на такую вот громкую тошнотную птицу. Голос, скорее всего, какой-то у нее такой искусственный, либо наоборот, слишком грубый, громкий. Может, она специально разговаривает, то есть у нее свой голос такой противный, а она освоила какую-то технику и типа вот разговаривает, как будто бы она кривляется. Да, вот какой-то, как тон какой-то мне идет голос. Но вам противно от этого голоса. Либо вы чувствуете в этом голосе притворство, либо у вас какие-то дурные ассоциации с этим голосом. Ну, либо она такая громкая, что прям раздражает, да, вот наглая, громкая, похабистая такая, да, раздражает. Эта женщина за вами наблюдает, потому что она многое от вас берет. Она буквально слизывает за вами. То есть вы женщина умная, талантливая, вы очень стильная, интересная. И она, будучи бездарностью и просто вот каким-то валенком, она все берет от вас. Вот все тенденции. Вы себе что-то купили, и она такое побежала, купила. Вы сменили прическу, и она побежала под вас, подстриглась. Окрасили волосы, и она в такой же тон себе идет, там, окрашивание делает. Вы там, купили себе новую сумку, и ей надо новую сумку, похожую на вашу. То есть какие-то такие моменты, как копирует мне идет. Копирует. Она хотела бы быть лучше, чем вы, но даже и до вашего уровня дотянуть не может. И у кого-то еще отыграется, что у вас соревнования с ней именно в профессиональном ключе. То есть либо вы работаете вместе, вы как конкурентки, либо, ну, может, у вас свой бизнес, да, вы каким-то делом заняты, и она таким же делом занимается, и вот она постоянно за вами все повторяет. Там, не знаю, клиентов ваших пытается сманивать, либо там к начальнику подмазывает, да, чтобы в лучшем свете быть, чтобы у нее поддержка была. Ну, это прям, да, это копирует, это как зеркало работает. Кривое, но зеркало. И надо отдать еще должное тому, что человек абсолютно, ну, бездарный, безвкусный. Когда она пытается повторять полностью за вами, то, что она там себе покупает, либо окрашивание, либо стрижки, они не идут. Они идут вам, но не идут ей. И она это не понимает. То есть она просто буквально видит в себе вас, да, либо себя вами видит. Да, она даже это не замечает. Что хочу сказать. У этой женщины даже были какие-то попытки вам плохо сделать. То есть она могла и конкретно кого-то подговорить, и могла попытаться вас подставить, какую-то антирекламу запустить. Ну и также у кого-то отыграть, что она могла даже прибегать к запретным методам. То есть это магия, это всякие там обряды, ритуалы. Либо сама в интернете что-то там начиталась, либо через каких-то там великих магов, да,
Могла, да. И, скорее всего, делала. По крайней мере, пару раз я вижу, за ней грехи есть. Вы разбиваете ей сердце тем, что вы двигаетесь вперед, а она в болоте тонет. Да, вот прям все против нее как-то оборачивается. Что бы она ни делала, все против нее оборачивается. А вы идете вперед. И уже такая между вами дистанция образовалась, которую, прям сложно покрыть. Да, сложно не то что перегнать, догнать вас практически уже невозможно. И она прям бесится, очень сильно бесится. Она постоянно вам что-то плохое желает, да, вот либо мыслями, либо вслух она это говорит, там, чтоб ты то, чтоб ты сё, да чтоб тебе там, понимаете. Слова очень ядовитые, как эти гвозди колючие. Знаете, что я вам скажу? Эта женщина, она сама себя погубит, она сама себя вот этим вот доведет до чего-то нехорошего. Либо она какую-то фатальную ошибку допустит, либо высшие силы вмешаются и скажут: так, все, хватит, успокойся, да, притихни. Что-то с ней будет. И это будет еще в этом году. Может, даже в ближайшие полгода случится. Опять же, вы все разные, понимаете? Вижу это. То, что она делает, максимально неприятно, но вам с вашей стороны ничего делать не надо. Ничего. У вас хорошая защита. Эту женщину вы тянете, прям легко тянете, да, ничего такого от нее до вас не долетает. То, что она, конечно, себя так ведет, раздражает, но ничем она вам не навредит. Никак, ничем. И вот этот год для нее какой-то фатальный идет. А кому-то и полгода, как я уже сказала. С ней что-то случится. Прям такое плохое, максимально плохое. Нет, ничего не делайте, даже внимания не обращайте. Мне вот идет, что она как будто бы уже сама себя приговорила. Вот такая вот отсыпочка. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.